Меня зовут Максим Наумов, я курсант военно-патриотического клуба «Юнкер». И вот, как вы сказали, для нас очень важны встречи, которые для нас проводят с героями России, с героями Советского Союза или просто с ветеранами. И вот мы бы хотели узнать ваше мнение, что вы испытывали. Вот мы смотрели про ваш фильм «Кандагар», и хотели бы узнать, что вы испытывали, вот, когда вас взяли в плен, как вы справились с тем психологическим стрессом, который был на вас. Что воспитывали? Экипаж? Да. Ну, все взрослые люди, как их воспитывать? Хорошо, вопрос хороший. Вы знаете, когда человек попадает в такие ситуации, значит, он совершенно другой становится. Началось с того, что когда мы первый полет выполнили вот с этими патронами, один из инженеров, которые наземные инженеры у меня в экипаже были, они, значит, заявил, что самолет имеет дефекты, надо в Казани возвращаться. Я тогда в Казани работал. Вот, значит, вот. Другие там поднялись, что всем надо, нужны деньги зарабатывать, они, кто там уволен был раньше, кто сокращен, что полгода они вводились в строй, переучивались на этот самолет. Надо работать, командир. А когда это случилось, про этот разговор все забыли. Ты командир, ты принимал решение, давай и дальше. Хотя я до этого, я вынужден тут сказать, когда работал в Тюменских авиалиниях, в 91 году я начал летать за границу, побывал в 65 странах, и 4 месяца на базировке был с января 91 года в Люксембурге. Там швейцарская фирма Метрокарго собрала 12 или 14 самолетов с экипажем, и мы летали по всему миру. Ну, были такие полеты. Я был свидетелем, когда война началась, буря в пустыне, когда американцы начали бомбить Ирак и Кувейт. Значит, потом я из Франции возил танки в район боевых действий, как и другие. Другие экипажи, там ракеты возили, американские, наши тюменские экипажи. Значит, мы этими самолетами 2 полка НАТО перевезли из Голландии в Буя-Бакирет в Турцию. Это город, о котором упоминают вот сейчас, когда говорят про Сирию. Значит, из Германии возили полевые госпитали, амуницию в район боевых действий. Из Австрии мне загрузили 40 тонн ящиков зеленых, документов охотничьи ружья. Летим в Северный Йемен, в Саане нас встречают и разгружают переодетую гражданку солдаты, командует ими генерал, который нашу академию заканчивал. Через некоторое время начинается война с Северного Йемена с Южным, и это небольшие государства арабские. Северный Йемен побеждает. Наверное, охотничьими ружьями, правда, да? Вот. Были другие полеты, значит. Был такой полет. На следующий год меня направляют в Курган, загружают 2 боевых машины пехоты с боекомплектом. Я лечу в республику Сьерра-Леоне, экваториальная Западная Африка, где меня чуть не расстреляли. Оказывается, вот там шла война, Фритаун, столица, окружены были войсками Тейлора. Вот. А потом 2-м рейсом прилетаем, 2 самолетами, одно БМП, основной боекомплект. Я выруливаю первый на взлетную, мне запрещают взлет. Командира в офис. Я флайт-менеджера послал. Вот. Ну, он через час говорит, ладно, лети, я с 2-м бортом полечу. А потом выясняется, что мы там почти 2 недели торчали, нам объясняли, что обратно загрузку готовят. Оказывается, правительство Сьерра-Леоне затратило деньги на эти БМП. У них не было денег, пока они нашли деньги, закупили, завезли топливо, мы сидели. В 17 километров стояли войска Тейлора этого. Если бы он взял Фритаун, нас бы кончили. Это одно. Вырулили на взлетную полосу, там заявляют. Значит, этот самолет месяц назад садился на полевом аэродроме у Тейлора. Как вы на 2 фронта работали, расстрелять. Вот. И поэтому, когда флайт-менеджер говорил, что там ничего вроде. Оказывается, на самом деле наш тюменский командир был с услов. Это вот так поставляли экипажи. А потом
когда вот я с казанским экипажем эти патроны возил, для меня они семечки были. И, значит, я казанского экипажа об этом не рассказывал. Вот. И когда вот нас захватили, все, знаете как, ты командир, ты виноват, значит. Ну, одному я там морду набил. Вот. Что не предложу, значит, давайте дежурить будем, здесь командиров нет. Давайте готовиться к побегу, куда мы побежим, тут кругом минные поля. Давайте самолет захватим, нам не дадут взлететь, тут нас расстреляют. Значит, все. Вот. Дипломатическим методом ничего не получилось. Пришлось самим концентрировать каждое слово, каждую информацию, каждое событие. В конце концов, мы сами подготовили эти коридоры для пролета. А то журналисты пишут, что летят, а там коридоры нам были готовые, понимаете? Другие говорят, что мы контрабандисты эти патроны возили. Вот. Ну и как вот собирать экипаж? Когда поняли все, что надо самим выбираться. Вот так. И стали и дежурить, английский учить, которые отказывались знать. Потому что, чтобы время медленно так не текло, я говорю, давайте английский будем учить. Вот. Нахрен твой английский, мы здесь сдохнем. Потом и английский стали дежурить и готовиться к побегу. Все, и потом я от двух отказался, уже не стал с ними летать, с двумя еще полетал. Все.